Подготовка к выборам президента страны, который будет избран на ближайшие 6 лет, в самом разгаре. Активная работа ведется и по Малгобекскому району. Здесь создано 23 избирательных участка. 17 из них расположились в общеобразовательных учреждениях, остальные 5 в домах культуры. Запущен проект под названием «Информ УИК». То есть в участковых комиссиях созданы специальные группы, обходчики называются. Они обойдут каждое домовладение, каждую квартиру и вживую будут общаться с избирателями. Задача Информ УИК – довести до избирателей информацию, когда состоятся выборы, где они будут проходить, на каком избирательном участке. В избирательную комиссию Малгобекского района входят 267 человек, в том числе и обходчики. Все они перед началом работы проходят обучение и тестирование. В целях обучения комиссии провели несколько раз вебинаров, также провели семинар совещания. Для комфорта избирателей создаются все условия. Рабочие группы приступили к комплексной проверке УИКов. Отдельное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. В тесном контакте с руководством учреждений, организаций, где открыты избирательные участки, прорабатываются алгоритмы действий по предотвращению нештатных ситуаций. Для участковых комиссий активная фаза начнется за 20 дней до дня выборов. То есть техоборудование, все, что им положено, расставят. Комиссия будет дежурить и принимать избирателей. Те, которые захотят узнать, включен он в список или нет, он может подойти и узнать. Информированию жителей уделяется особое внимание. Во всех городах и районах Ингушетии развешаны баннеры и плакаты, напоминая о предстоящем важном событии в жизни страны. По Малгобекскому району зарегистрировано более 30 тысяч потенциальных избирателей. Все они знают, что от каждого голоса зависит будущее страны. Несомненно, я буду участвовать, я выполню свой гражданский долг. Не только я, но моя семья выполнит. У меня двое взрослых детей, которые тоже имеют право голосовать, они обязательно тоже пойдут на выборы. Сделанный выбор может быть отразиться, естественно, надеюсь, что будет отразиться на наше развитие во всей Российской Федерации, также в республике, на социальные проекты, которые будут строиться в нашей республике, дошкольное, школьное образование, а также во все инфраструктуры, которые, я как думаю, на развитие, естественно, молодежи нашей республики. Каждый молодой человек, и старше, и младшего поколения, я думаю, что сделает свой выбор по своему собственному желанию. В дни голосования для тех, кто не сможет по состоянию здоровья посетить избирательный участок, предусмотрят переносные ящики. Жители смогут отдать голос прямо у себя дома. Гражданам предложено несколько способов для голосования. Один из них – механизм под названием «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать на любом участке вне зависимости от места регистрации. Заявки на него уже принимаются в территориальных избирательных комиссиях и через портал госуслуги. Напомню, что выборы президента будут проходить в течение 3 дней – 15, 16 и 17 марта. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.